0,1? 0,1, а 0,01 же стало, да? Да. 0,0, а какой здесь адрес? Ну, Свердлова, а что там точно, я хер его знаю. О. Набранный вами номер. Сейчас как-то изменилось, сотового. Этот дом конкретно мешает этой стройке, а? Пиздец, нихуя себе, а что так быстро-то? А что ты хотел? Деревяшечка, она же не горит. Как юрта прям, а? Это там сарайка или что такое? Гаражик какой-то был. Да не. Пламя, видишь, здесь под крышей дует. Ага. Бля, ребенок-то куда-то псуется. Жопа? Что я скажу? Чё? Сколько, за сколько доедет пожарка? Она здесь за углом, по идее, должна быть. Да, дом да. есть? Вот за пожаркой горело. Там, помнишь, семья же сгорела, дети сгорели. Вот пожарка, вот дом. Да? Вот как пожарка выезд есть с нее, а сзади нее там калец. Ну, Там вот как-то горел дом. ага. Все, а потом через сколько-то там приехала пожарка без воды. Приехала там. Короче, там капец был. Это было года 2 назад, наверное. Одни из первых очевидцев, да? Еще и видео. Еще и видео. Ой, вот он дальше пошел. Конечно, на дом перекинул. Там в доме-то никого нет. Надеюсь. Ну чего? Я еще пожара не снимал. Реально. Как в доме никого нет? Вон люди выходят из дома, короче. Это там выходит. Да. Сейчас он весь горит, пока пожарка приедет. Тут еще дороги такие у него. Нормально так? Ага. Ворота набирает. Вон я смотрю, жители повылезали, вон с той стороны. Все, это все жильцы погорели. Недавно же ночью, да, 2 пожара одновременно было, кажется. В интернете писали на ИКТ. Да деревяшки жгут как Да. будто бы специально вообще. Вот на Орджоникидзе сгорело. Потом напротив Рио торговый центр вот это, Дзержинского. Это же не просто так жгут. Конечно. Специально, чтобы место освободилось. Вопросов нет, жилье ветхое надо переселять, ну видишь? А там, представляешь, построить торговый центр, что? Ну Или да, кто-то да, построит, конечно. вполне. Ну, здесь на место вот этой деревяшки, вот этот строящийся дом можно завернуть, в принципе, буквой Г построить, да? Да. Делать нефиг. А вон какой-то крендель вылез и за голову держится. Вон там внизу сидит. Ну, короче, глухой что ли? Тот? Ну. А что ее не снесут? Деревяшка вообще, когда она еще была построена? Ну как, что, люди живут там? Не, ну понятно. Гулять надо, а так Не, ну вроде же этот
Егор Борисович уже сказал, да, что-то там для погорельцев, там дома строят туда-сюда. И эти теперь типа должны туда, наверное, попасть. Там еще такая фишка, если, допустим, у тебя квартира приватизированная, то тебе ничего не дадут. Если она муниципальная, то что-то дадут, там как-то так. О, вообще. Рассказывали мне там. Но. Ну да, наверное. В Нерюнгри, допустим, вот я знаю, там... Смотри, дым откуда уже валит. Да он уже горит. Посередине. Этот, книга, да? Вообще. Толя, она же быстро разгорается, ветер еще, и все. Ну, блин, нифига себе. Там скупают на вторичном рынке квартиры. Каждый год там поступают квартиры красивые. Это уже летит. Бегут, да? Едут, точнее. Ой, блядь, а куда он поехал-то? Он же там не проедет нихуя. Че, встал? Не проедут они стопудово, надо было здесь ехать, ёпта, там нету нифига дороги. Не, вон там свалка по этой дороге, они не поместятся еще, мне кажется. Да и столбы вон там какие-то торчат. Вау, нифига дым-то. Нифига. Или вот здесь через дворы надо было проезжать. Вот я что и говорю, ага. Чё, где пожарки? Леха, привет. Слушай, я тут, короче, на крыше Свердлова 16/2 стою и снимаю охренительный пожар. Свердлова 16/2 на крыше стою своего дома, с 9-этажки, и снимаю охренительный пожар. Надо тебе видео? Все. Не, ну прямо сейчас я не могу, я на крыше, я снимаю. Тут тушат, короче, пол дома горит. Не, ну да, я спущусь и скину без базара. Ну,
все, давай. Ага, все, давай. Ну, я сейчас нахожусь на крыше дома Свердлова 16/2. Да. И тут вот рядом идет новая стройка. И я не знаю, что это за дом деревянный, какой адрес. Ну, короче, он вообще наполовину сгорел. Все, давай. Блин, собачка бедная, не знает, куда деваться. Что там лучше видно, да? Огонь-то от воды по крыше убегает. Ну-ка, где? Пока не пошел туда, пошел. Вон, видишь, уже где горит? Да. Куда убежал огонь? Нет, сбоку. Че, как думаете, поджог? Да, конечно. Загорелась-то сбоку сарайка, там, Да. может, ребятишки там или что, как это все, а потом перекинулось на само строение, это понятно. Здесь вот они тоже странные, да? Могли же здесь заехать. Да, заехал, вон спокойно туда бы встал. Там он туалет, наверное, там не проедет. Не-не-не, там есть. Я на велосипеде гонял, там. Не, вот, смотри. Так вот же дорога, вот. Так вот и вот так вот, да. А они что-то там, блин, стали. Да, конечно, полная жопа. Трещит еще, да? О, елки-палки. Дым уже вон там, короче, прет. Смотри, где дым, смотри. Внутри, как в чердаке, там тоже загорит. Вот это да. Как же так, а? А еще есть такое понятие у них, обратная тяга называется. Вот эти горючие газы скапливаются, там до определенной консистенции. Потом пошляк кислорода вспыхивает резко, и можно прямо здесь сейчас огонь вырвать. И она воспламеняется там все. Ну. Толь, она же токсична, она же ответственная. Смотри, жильцы забегают домой. Сейчас один мужик домой забежал, смотри, менты вон. Пошли его цеплять. Куда пошел, что-то не тухнет. Вон на крыше пожар начинается, сейчас сверху. Что-то вытащил свое и сел в краб. Скраб свой. А, не, смотри, он кошку вытащил. Ой, красавчик, бля. Представляешь, все снимать, разбирать и заливать там водой. Это вообще
вообще капец, я сюда дело. Но... Все, заливать, он будет долго заливать, целый день будет заливать. Ну слава богу, потухло, да? А нет, это оказывается не кошечка, а собачка мелкая. Чихуахуа. О, разбирает куш. Да, пропахло. Да. Как ты говоришь, вот эта вся обратная тяга туда-сюда, Докатываться подряд. Смотри, есть огонь еще? Обалдеть. Я же еще недавно на телефон заснял, когда сюда приезжал. Я видел это, по WhatsApp отправляли какое-то правительство. Да. Вот я там тоже был. Собачка в шоке. Желает еще что-то там. Ну все, полдома, короче, сгорело, да?